Итак, у нас в студии кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории АГУ Линда Ампара. Мы, как обычно, с Лашей Кугони ведем эту программу. Сегодняшняя тема: чего ждать от туристического сезона этого года, какие тренды будут отличать это лето. Лаша, привет. Приветствую, Нала. Линда, приветствую. Спасибо, что пришли в очередной раз. Мы очень рады видеть вас. И, Нала, присоединяюсь к поздравлениям. И Роберта поздравляем в частности. И всех... Друг друга поздравляем. Да, средства массовой информации, да. И процветание... Это праздники наших, можно сказать, слушателей. Да. Тоже имеют к нам непосредственное отношение. Побольше нам таких новостей, которые бы мы с большим удовольствием обсуждали. И самое главное, чтобы вынужденно что-то плохое не приходилось нам обсуждать. Сегодняшняя тема, она приятная. Я люблю говорить о предстоящем вообще сезоне и строить, так сказать, хорошие планы строить. Ну, на самом деле, Линда, еще раз, если говорить про предыдущий туристический сезон, он, как мне показалось, открыл несколько новых направлений и для туристов, и неожиданно для нас. Сейчас туристы такие стали более капризными, запросы повышаются с каждым разом. Чего нам ждать, какие тенденции нас ждут в 2024 году? Мы вплотную подбираемся к весне, и уже все отели, все комплексы, которые уходили в спячку, сейчас будут размораживаться и активно готовиться к сезону. Добрый день, я рада быть вновь приглашенной в «Спутник». Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Всегда, как вы сказали ранее, только хороших, только самых популярных новостей и «Спутнику» процветания в частности. Что касается сезона 2024 года, конечно же, мы можем наблюдать по сезону 2023 года увеличение спроса на отдых в Абхазии, и по оценкам многих специалистов, в том числе и зарубежных специалистов, рост спроса на отдых в Абхазии составляет свыше 50%. При увеличении цен на отдых здесь в Абхазии в среднем на 20%, кто-то прогнозирует далее увеличение на 25%, но это не уменьшает спрос, все-таки спрос идет на опережение. Да. Если позволите, вот из последних новостей Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран. Первое место в рейтинге заняла Южная Осетия, второе — Беларусь. Об этом рассказала замдиректора по научной работе Российского национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева. Подробности можно у нас на наших ресурсах, уже есть новость. Почитайте. Я думаю, вот как это все отражается на турпотоке, и сами новости, и вообще, что мы в таком вот рейтинге входим в тройку? Конечно, положительно отражается, и мы очень рады. Если честно, я была не то чтобы удивлена, я не была удивлена, но было приятно, что такое исследование было проведено, и что мы оказались в тройке самых теплых, дружественных стран. Я на самом деле, если честно, я думал, мы всегда на первом месте, причем с большим отрывом. С большим отрывом. Это такое. Вот есть куда расти, значит, Южная Осетия и Беларусь. Хотел избежать эту фразу, но все равно. Куда расти всегда. И нужно, наверное, подчеркнуть, Нала, перед эфиром наша сегодняшняя гостья Линда, она кандидат экономических наук и доцент кафедры экономической теории Абхазского государственного университета. Мы всегда стараемся это подчеркивать. Да. То есть она теперь не старший преподаватель, а доцент. Да. Да вы что, это же новости. Мы вас поздравляем. Маша, это было сейчас архиважно. Спасибо за то, что подметили. То есть двойной праздник сегодня. Никак нельзя скрыть. Да, Линда, на самом деле, я не знаю, как со стороны экспертов, но мне показалось, что есть и новые направления. Это и фототуры, экологический туризм. То есть и самое главное, восточное направление тоже начинает развиваться. Что нас ждет в грядущем сезоне, к чему нам готовиться? И мне все-таки кажется, что Абхазия становится более многогранной. И классический пляжный отдых уже от этого понятия мы постепенно отходим. Лаша, хотелось бы постепенно отходить, но пляжный отдых, я думаю, все-таки будет занимать лидирующие позиции. Как бы мы не хотели от этого отходить к познавательному туризму, к фототуризму или экотуры.
все равно пляжный туризм пока занимает лидирующие позиции. Не то, что у нас в Абхазии, да, и возьмем тот же нашего соседа Сочи, там пляжный туризм лидирует. Но то, что вы отметили касательно восточной части Абхазии, я хочу отметить грамотную работу Министерства туризма, в частности, министра. Здесь, я думаю, вы наблюдали, это выезды в восточную часть Абхазии, в города восточной части Абхазии, и сам министр показывает путь развития на перспективу и тренд 2024 года, это, конечно же, развитие именно в восточной части Абхазии. Это очень важно, потому что именно так, презентуя восточную часть, мы сможем добиться того, вот эти диспропорции, которые имеют место быть касательно западной и восточной части Абхазии, этого дисбаланса, нужно от этого уходить и стремиться к пропорциональному, правильному, систематичному развитию всех районов Абхазии. Это очень важно, потому что спрос на отдых в Абхазии растет. Мы знаем, что номерной фонд не соответствует тому спросу, который есть на сегодняшний день. И, конечно же, развитие восточной части Абхазии решит большую часть проблем. Эксперты российские говорят, номерной фонд сильно отстает за спросом. Конечно же. Поэтому... С точки зрения экономики, вот развитие Восточной Абхазии, районы, которые дотационные, как это повлияет, на ваш взгляд, когда вот это может и при каких условиях выровняться ситуация, когда здесь, наверное, территориальные есть вопросы, потому что там нет озера Рица, нет Афонской пещеры, таких... Там есть Кадорское ущелье. Да, там есть прекрасное Кадорское ущелье, там есть великолепные источники, там есть, конечно же, наши христианские святыни. Там есть Ингур-ГЭС. Да, Ингур-ГЭС, совершенно верно. То есть там большое количество достопримечательностей, мы не будем сейчас умалять восточной части. А также они разрекламированы, как и западная часть? Нет, они также не разрекламированы, над этим надо работать. И вот я потому отметила грамотную работу министра. Он своим личным примером показывает, куда нужно двигаться, потому что Рица и Новоафонская пещера, они в рекламе уже, к счастью, не нуждаются. То есть это уже бренд, все знают, что Абхазия у многих ассоциируется именно с Рицей, с Новоафонской пещерой. Но эту систему надо ломать. Пицунда, да. Гагра, Рица, Пицунда, они сами уже дают рекламу Абхазии. Далее нужно развивать именно восточные районы Абхазии. Я думаю, что это будет перспективно, это правильно. Но мы о внутренних, в основном, трендах говорим, но есть такой общемировой тренд в процентном соотношении к общей массе путешествующих. Экономические сложности больше задевают средний и небогатый бюджет. В мире, где вообще все дорожает, люди пытаются как-то экономить, искать дешевые билеты, скидки на проживание, там акции. Что именно сэкономить на стоимости там, для сохранения комфорта путешествия? Вот в этом смысле насколько мы отвечаем этим потребностям? Вы знаете, в России начала работать, если я не ошибаюсь, уже более года система кэшбэка туристического. А вот мы тоже можем подумать в этом направлении и как раз-таки в развитии, но я не хочу назвать их депрессивными районами Абхазии, но все же в восточной части Абхазии можно... Интенсивно развивающиеся, можно теперь говорить. Да, то есть первое, я думаю, что можно проработать именно над туристическим кэшбэком, да, то есть если ты покупаешь тур, можем даже начать не с отдыха, а хотя бы с экскурсии, да, и какие-либо возвратные бонусы, что были для возвращающихся именно на те экскурсии, именно в восточную часть Абхазии, потому что, как мы знаем, экскурсии — это разведка, и далее уже гости, увидев, что Абхазия это не заканчивается в районе нашей столицы, да, есть очень много красоты в этой части, и это будет иметь такой, знаете, очень хороший эффект распространения уже по всему району, по всей восточной. Экскурсия — это разведка, очень интересная фраза. Касаемо бронирования, мы как-то нало поднимали вопрос раннего бронирования, и сейчас вот из тенденций вот есть ценность экспертизы туроператоров. Что это означает? Сейчас больше доверяют, то есть турагентам качество, сейчас качество преобладает над ценой. Очень много может вызвать недоверие то, что нельзя на сайте, на каком-то сайте забронировать и оплатить с онлайн-оплатой. Как это повлияет на выбор туристов?
Ну, конечно, это приведет, и будет иметь негативные последствия, но все же, слава богу, мы живем в век информационных технологий, и я думаю, в любом случае на те же отели, пансионаты, дома отдыха очень много отзывов, и я думаю, что это все-таки... Я думаю, если разведка удачно прошла, то они найдут способ заплатить. Все-таки надежда на гостеприимство. У нас в первую очередь самая основная проблема, это наш номерной фонд. То есть если мы хотим увеличить турпоток в Абхазию, нам нужно работать именно в этом направлении. Но работа в принципе ведется. Учитывая высокий спрос, у нас появляются новые отели, пансионаты, которые будут вот в Гудауте, в Приморском, сейчас будут вводиться в Гудауте, бывшая Волга, я думаю, вы в курсе. То есть там достаточно большой номерной фонд. В Гагре, Рэдисон, если я не ошибаюсь, новый отель тоже будет введен в эксплуатацию. Это тоже очень все позитивно, но недостаточно, конечно же. Все равно. Так вот, не работая с цифрами, просто визуально осматриваясь, кажется, что очень-очень много работ ведется по строительству, то есть новых отелей, гостиниц. И будет и дальше вестись, потому что это рынок диктует свои условия. Сейчас это нужно. И это будет. Но меня что смущает? Вот мы предыдущий сезон, когда его начало обсуждали, перспективы и тренды, мы говорили тогда с экспертами, которые отмечали, что вот почти все продано. Но потом в середине сезона, когда ты общаешься, ты понимаешь, что заполняемость 70%, там 80%. Почему такая разница? Потому что в первую очередь заполняемость бронируют именно пиковые месяцы, июль, август, а вот... То есть продажа идет этих месяцев, да, и говорят, идет хорошо. И как мы нашим гостям говорим, я все-таки как в душе, я остаюсь экскурсоводом, это одна из самых любимых профессий, мы всегда говорим, бронируйте заранее, чтобы потом у вас не было там мест и так далее. Но на самом деле в июле, в августе даже если вот к вам на Алла приедут гости, вы не найдете в хорошем отеле мест. Вы в частном секторе, возможно, найдете. Но в хорошем отеле, пансионате, санатории мест не будет. То есть некоторые владельцы, они лукавят, когда говорят, что у нас загрузка неполная. Не знаю, не хочется никого обидеть, но пиковые месяцы... Есть такое ощущение, да. Немного поговорим о частном секторе. Линда, скажите, в прошлом сезоне на частный сектор большой был спрос, и сейчас, например, частные предприниматели, им легче, то есть, классическая история, когда есть какая-то квартира, которая ремонтируется со свежим ремонтом и сдается. Как это будет востребовано в этом году? Будет востребовано, но в первую очередь, конечно же, изначально пансионаты, отели, гостиницы, и потом уже спрос перейдет на частный сектор по остаточному принципу. Но я сейчас тоже так не хочу ставить это клеймо на частном секторе. У них тоже есть свои клиенты, которые из года в год к ним приезжают. Если абстрагироваться от этого спроса, а вот в общем, сначала же, конечно же, заполняются пансионаты, отели, гостиницы, потом уже... Это другой вообще, мне кажется, ценовой сегмент. Да. Но все же спрос в первую очередь на отели и качественный отдых, как вы подметили. В первую очередь. И нужно в этом плане не бояться ничего, улучшать качество обслуживания и повышать цены. Сейчас даже такая тенденция, даже в прошлом году наблюдалось, что некоторые туристы, они уменьшали количество дней отдыха, чтобы выбрать более качественно. И сейчас в этом году у нас не хватает отелей повышенного класса. Да. Как это скажется? Может ли конкурентоспособность увеличиться, или же среднему классу нужно будет подтягиваться? Вы знаете, я считаю, что спрос на хороший отдых будет. Но отели, мы недавно были на мероприятии, которое было организовано в Сочи, там собирались ательеры, и все в один голос говорили, нужно переходить в новую категорию, 5 звезд, и не бояться увеличения цен, потому что спрос огромный. То есть 3-4 звезды не такой высокий спрос. Почему сейчас такая переориентация происходит? Такая переориентация происходит, потому что те, кто привык отдыхать в дорогих отелях, на том же Западе, не побоимся этого сказать, у них нет иного выбора. Конечно же, они едут, посещают наши родные отели, родные пансионаты, как в рамках России, так и в Абхазию тоже могут приехать. Конечно, к сожалению, в Абхазии такого уровня отелей, возможно, нет, как и в Сочи на Красной Поляне. И потому они привыкли к
к дорогому, к хорошему отдыху, и они хотят таких же, и они согласны за это платить. Ну, на самом деле, если говорить, ставить пример Красную Поляну, то есть невероятные вложения. И сейчас, если известно всем, что не хватает номерного фонда, существует ли поддержка среднего бизнеса, вообще, в принципе, поддержка бизнеса для строительства, какие-то долгосрочные кредитования и прочие вещи? В России есть, да. Даже... Нам интересно у нас. У нас в России понятно. Можем порадоваться за них. У них даже отменили. Да, я знаю, что вот буквально, когда началась даже пандемия, президент отменил НДС. Это когда такая как ставка НДС в России была 20%, то есть именно в туристической сфере НДС, данный налог был отменен. Будем надеяться, что мы всецело поддерживаем. Я думаю, многие граждане Абхазии, которые имеют двойное гражданство, поддерживают Путина. Я надеюсь, что наше правительство в этом вопросе тоже поддержит программу Путина и отменит НДС и в нашей сфере, в туристической, потому что это тоже является сдерживающим фактором. И касательно вашего вопроса по поводу долгосрочных кредитов и прочей поддержки, к сожалению, я таких программ не знаю. Может быть, они какие-то есть, но я о них... Бюджет-то уже приняли, НДС заложен в бюджете. Да, это на перспективу. Один из основных видов налогов, с которого формируется вообще бюджет. Но в условиях, когда в России активно внутренний туризм развивается, и какие-то государственные программы на развитие внутреннего туризма, и про кэшбэк, и Восток, Дальний Восток сейчас набирает популярность. В этих условиях какие у вас ожидания вообще? Приедут к нам все-таки те, кто собирается? Но тот, кто хочет приехать в Абхазию, не поедет на Дальний Восток. То есть мы не можем заменить... То есть любители моря, они приедут? Конечно. Любители пляжного отдыха, они не поедут в горы, как и наоборот, да? То есть у каждого объекта посещения, у каждой и у республики, у Сочи, у города, у него свой потребитель, который приедет именно туда, куда тянет его душа. Ну, на самом деле, я бы не стал... Мне хотелось бы, чтобы мы отходили от классического пляжного отдыха, но я бы не стал недооценивать склонность россиян к пляжному отдыху. Я никогда не слышал, лично не встречал человека, который бы хотел поехать на Дальний Восток. Ну, может быть, очень маленьком процентном соотношении все хотят ехать на Мальдивы, в Таиланд, все хотят на пляж. Все хотят на пляж, но даже у нас, существуют ли у нас пляжи? Для этого надо посмотреть сейчас последние данные, статистику. Это направление набирает популярность, потому что в эту рекламу и в развитие инфраструктуры там вкладывается. То есть это такая серьезная конкуренция Мальдивам. Существуют ли у нас такие пляжи, как на Мальдивах? Ой, мне кажется, у нас лучше. Правильно, у нас лучше. Я специально этот вопрос задал. Вот возвращаясь к восточной части Абхазии, я могу отметить, там можно разработать прекрасную программу именно сельского туризма. Вот об этом тоже хотелось бы поговорить. Это тоже можно обозначить одним из важных трендов 2024 года, потому что если над этим уже работать, наверное, поздновато, потому что все уже на носу сезон, на будущее можно иметь в виду, потому что многие живут в мегаполисах, они устали от своих городов. А как вы понимаете, расстояние от пляжа до... Я сама родом из села Калдахвара до Калдахвары, там 15 минут езды. То есть люди далеки от вот этой загазованности, цивилизации, они хотят отдыха для души. Я думаю, что в этом плане тоже можно Где, как поработать. не у нас, отдых для души. Да, да. На самом деле, даже если в черте города посмотреть, есть какие-то промежутки, отрезки именно песочного пляжа, на которых еще практически ничего нет. А тот же Таиланд или Мальдивы, что это, если не отдых в деревне? Красивой, хорошо обставленной деревне. Там уже сервис, другого уровня. Сервис, качество услуг, уровень этих услуг. Но опять же мы упираемся в инвестиции. Это, понимаете, это круг, к которому вот возвращаешься, потому что нужны большие вложения, нужны большие инвестиции, и вот в привязке к рублю, учитывая то, что у нас своей валюты нет, у нас возникают определенные сложности. Мне кажется, еще один очень важный тренд, который и в этом году будет набирать популярность, это автопутешествия. И мы видим, что происходит уже летом на наших дорогах. Пробки, отсутствие парковки. Даже на самых таких знаменитых туристических объектах уже не развернешься. Даже иногда нет желания к сожалению. в пик сезона куда-то ездить по таким маршрутам.
Что в этих условиях делать? Тренд-то будет, он никуда не денется. Вы знаете, в первую очередь нужно упорядочить наших гостей и вот в этих объектах посещения, возьмем узколокальное озеро Рица. Вы не представляете, что там происходит там, правда, летом. узко. Да, узко и в прямом и переносном смысле. Гости паркуются как попало. Просто паркуются как попало, и нет парковочных мест. Возникают пробки в первую очередь из-за этого. Даже не из-за огромного количества. Если все их упорядочить, я думаю, что можно было бы избавиться от 50% проблем с большим количеством автотранспорта. То есть они паркуются как попало, им понравилось здесь, они поставили машину и пошли гулять по озеру. А приехал экскурсионный автобус, где сидит 60 человек, ему негде припарковаться, и возникает пробка. Таких проблем было много, и каждый сезон, несмотря на то, что сотрудники ГАИ тоже работают в усиленном режиме, но учитывая это количество машин и нехватку сотрудников ГАИ, не всегда получается решить проблему. А также для любителей автопутешествий тоже хотелось бы отметить, конечно же, они загружают нашу инфраструктуру, но мягко скажем, такого большого выхлопа таких туристов нет, потому что зачастую многие приезжают со своим питанием, и многие даже остаются в своих автомобилях, берут палатки, то есть они не потребляют здесь, в Абхазии. То есть они экономически перезагружают нашу инфраструктуру. Да, мы, конечно, должны стремиться к дорогому отдыху, чтобы все включено, чтобы деньги в стране оставались. И у нас нет автокемпингов организованных, правильных. Это тоже касательно вопроса безопасного отдыха здесь. То есть это должно все быть упорядочено, должно быть все аккуратно организовано. Касаемо автокемпингов, существуют какие-то рекламы по дороге, но прямо вот большого спроса на это не видно, и поэтому это все как-то протекает... Если честно, я даже не знаю, какой там ценовой сегмент на их услуги, на эти... Если автокемпинги, даже я не знаю, вот в нашей западной части я не могу вспомнить, где такой автокемпинг есть. Я не могу сказать, почему не пользуются спросом. Вы говорите, не пользуются, да, спросом? Насколько я понимаю, если нет. Какие-то вообще объекты появляются, значит, кому-то это нужно. То есть есть спрос. Какие-то, я сейчас могу ошибиться, но были инициативы. Насколько они были загружены, нам сейчас сложно. Сложно, потому что я не могу визуально проезжая, я даже видимо, может, и даже не обращала на это внимание, они должны быть автокемпинги, они будут пользоваться спросом, если будет правильная, грамотная ценовая политика. Поэтому нужно проанализировать ваш вопрос и узнать, что же там происходит, почему такая ситуация. Мне интересно вообще узнать, по вашему мнению, какой самый главный будет тренд года? Лето, это, конечно же, первое место. Это все-таки традиционно. Лаша, может, вам не понравится, но это пляжный туризм. Мне почему не понравится? Мне просто хотелось бы, чтобы плюс к этому было что-то. Второе место, я думаю, это познавательный туризм. Я надеюсь, что сельский туризм будет набирать обороты. И, конечно же, оздоровительный туризм. Мы сегодня не коснулись в рамках нашего разговора, но наши источники, к сожалению, мы пока можем похвастаться только наличием этих источников, а не рядом дополнительных услуг, которые там могли бы оказываться на перспективу, если не касаться пансионатов. И серьезной инфраструктуры вокруг вообще. Да, совершенно верно. Кстати, по неофициальным данным, строительство некоторых, то есть инфраструктура там налаживается вокруг источников. Будем надеяться в ближайшем будущем, потому что иной раз, там не хочется говорить о негативном, приезжаешь, и такое удручающее состояние. Вода у нас великолепная, инфраструктура в ужасном состоянии, все санузлы платные, несмотря на то, что вход туда платный, они в ужасном состоянии, переодевалки и прочее. Не будем о печальном. Казалось бы, минимум. Да, минимум. И пляжи тоже возьмем, да. Не хватает переодевалок тоже катастрофически. Из таких, казалось бы, мелочей общее впечатление. Дьявол в деталях, как говорится, складывается общее впечатление нашей прекрасной республики. Есть повод поговорить в следующих наших выпусках про оздоровительный туризм. Давно мы об этом не говорили. Что изменилось вообще за последнее время? Обязательно к этой теме мы подготовимся. Да, спасибо, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня была кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Абхазского государственного университета, эксперт в сфере туризма Линда Ампар. Сегодня мы с ней обсудили новые тенденции, которые нас ждут в туристическом сезоне 2024 года. Эту программу для вас провели Нала Мукба и Лаша Кугоня. До новых встреч.
Всего доброго.